На ТНВ время новостей Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Россия и Беларусь безопасность обеспечат совместными усилиями. Сама жизнь ставит перед нами новые задачи, решать которые действию разрозненно просто невозможно. О чем договорились правоохранители союзных государств, расскажет Александр Севастьянова. Забивать и заедать. Карп, форель, лосось. Какими гастрономическими и культурными программами столица встретит Кубок Конфедерации, выяснял Рамиль Шайдуллин. Из первых рук от первого лица. Подошла моя очередь, я встал, подошел. Он спросил, сколько лет я занимаюсь. О том, как казанцу паспорт вручил Владимир Путин. Альбина Славираева. Митрополит Феофан станет гостем на главном мусульманском празднике. Ифтар – это мероприятие, которое должно объединять нас. Где и как в этом году пройдет республиканский ифтар, узнавала Айгуль Бадруддинова. Совместную работу продолжит. В Казани сегодня прошла международная коллегия среди участников правоохранителей России и Беларуси. О чем удалось договориться союзным государствам, в репортаже Александры Севастьяновой. На трапе Владимир Колокольцев и Игорь Шуневич, министры внутренних дел России и Беларуси. В Казанском аэропорту их встретил лично Рустам Минниханов и традиционное дружелюбие Татарстана. Почетный караул, национальные костюмы, чек-чак. Впервые совместная коллегия между министерствами внутренних дел России и Беларуси прошла в 1997 году. Сегодня это уже 25-е совместное заседание. И, как уверяют сами спикеры, за все время работы между ведомствами удалось наладить продуктивный диалог. С инициативой провести совместную коллегию именно в Казани выступили представители союзных государств. Несмотря на практически ежегодные международные спортивные мероприятия с огромным количеством участников, столице и региону удается сохранить спокойную обстановку. Этот опыт интересен белорусским коллегам. На очереди еще два серьезных испытания – Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу. Мы ответственно подходим к организации и проведению этих мероприятий, полностью осознаем уровень стоящих перед нами задач. Для нас важно создать достойные условия для команд, чтобы они смогли полностью сосредоточиться на игре, обеспечить безопасность и максимальный комфорт для болельщиков. Чтобы обеспечить безопасность спортивную, надо контролировать безопасность приграничную. Сегодня это основной вопрос. Безвизовый режим облегчает перемещение не только законопослушным гражданам. Этим могут воспользоваться и участники международных организованных преступных группировок, а также члены террористических и экстремистских организаций. Именно приграничные регионы наиболее уязвимы с точки зрения контрабанды и миграции, в том числе нелегальной. Бесконтрольные миграционные процессы ставят под угрозу национальную безопасность. Только за прошлый год в России иностранцами совершено порядка 44 тысяч преступлений. В 2017-м цифра уже приближается к 11 тысячам. Дабы не допустить роста показателей, Россия и Беларусь готовы действовать сообща. Поступательное развитие сотрудничества наших государств в борьбе с преступностью, вырабатываемые оптимальные алгоритмы при решении возникающих вопросов позволяют достаточно успешно противостоять современным криминогенным факторам, в том числе связанным с транснациональной преступностью. В подтверждение готовности подписанное сегодня соглашение. В числе поставленных задач – доработка нормативно-правовой базы, профилактика преступлений, контроль за незаконным оборотом алкоголя, табака и многое другое. Александр Севастьянов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. «Газпром» – стратегический партнер Татарстана, заявил сегодня Рустам Минниханов, выступая на отраслевом совещании руководителей финансово-экономических служб компании. Встреча прошла в Казани. Сегодня сотрудничество с «Газпромом» является одним из важнейших факторов, обеспечивающих устойчивое и успешное развитие экономики Татарстана, отметил Рустам Минниханов. Ликвидировано более 1700 несанкционированных свалок. Очистить мусор от мусора республику помогли более 1 миллиона человек. Сегодня экологи подвели итоги санитарного двухмесячника. Кубку Конфедерации на спортивных объектах организуют селективный сбор ТБО. И как теперь возьмутся за очистку берегов, расскажет Нияз Рахман. Работники предприятий, чиновники, активисты с мусором боролись всем миром. На субботники вышли свыше 1 миллиона человек. Свалок в районах Татарстана не осталось, доложил сегодня министр. Крупные свалки в Казани были ликвидированы. Мы можем сказать на сегодня, что крупных свалок в Казани их попросту нет. Остались еще ряд свалок, они ближе к окраине города, но и они продолжают устраняться.
Свалку на улице Рабочей молодежи Вахитовского района мы уже снимали пару месяцев назад. Однако с тех пор здесь ничего не изменилось. Правда, рядом с оврагом отгрузили несколько машин песка. Видимо, для того, чтобы просто засыпать этот овраг. Видимо, экологи больше не интересовались судьбой данной свалки. Эти кадры мы снимали буквально 25 апреля. Прошел и апрель, и май, и даже двухмесячник. А мусор ныне и там. На физические лица у нас начинается от 1000 рублей до 2000 рублей. А если на юридических лиц смотреть, от 100 тысяч рублей. Чтобы вот выбрасывали, да, местные какие-то люди. Клара Низамова здесь живет с 2009 года. Мусор не выкидываем, говорит она. Откуда во враге образовалась свалка, местные не знают. Как всегда ночью, наверное, происходит. Вот. Мне кажется, нет, ближайшее кто? У нас тут ни строительство такое не идет, чтобы выбрасывать все. Жители теперь не знают, кто им придет на помощь. Как заверяют экологи, акции в летний период не закончатся, так что шанс есть. И что уже известно, точно в этом году порядок приведут прибрежные зоны. В республике стартует акция «Чистый берег». Принять участие может любой желающий. От мусора очистят десятки озер и рек. Ниаз Рахман, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Экология была сегодня на повестке дня и на общественных слушаниях в Зеленодольске. Здесь обсудили строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Как сообщили сегодня, в этом году проектные работы будут завершены. Но что нужно учесть и доработать, знает Альбина Минибаева. Окончательный вариант здесь. Мы вот видите в районе Айши. Севернее от самого первого проекта высокоскоростной магистрали проектировщики уникальной для страны железной дороги были завалены письмами от возмущенных жителей. В итоге проект изменили, несмотря на то, что теперь он стал дороже в 3 раза. Дополнительно 40 миллиардов рублей. Отодвинулись, вообще ушли от жилья. Вы же помните, у нас на стадии обоснования инвестиций был большой снос. Мне бы хотелось, чтобы был какой-то расчет. Погибнет столько-то, вернее, вырублено столько-то деревьев. За конкретным маршрутом будущей железной дороги пришли жители Зеленодольского района. 47 километров дороги на высоких скоростях, и это только по Татарстану. 5 населенных пунктов ближе всего к новому участку РЖД. Вопрос у всех один: как близко и насколько экологично. Дорога находится очень рядом. У меня вот 2 детей, да, здесь 3, как говорится, и мне бы не хотелось жить рядом с такой дорогой. Уровень стройки и уровень внимания к ней, он не будет, несомненно, выше. В том числе, вот, например, тот же Роспотребнадзор нас предупреждает. Контролирующие ведомства уже на этапе проектировки предлагают применять меры защиты от загрязняющих факторов. Потери лесного фонда не скрывают. По республике примерно 22 километра. Эксперты говорят, это для нового будущего. Это транспорт современного поколения, который не только обладает высокой скоростью передвижения, но и минимизирует выбросы в атмосферу. Проект называют сложным, но при этом уникальным. Первая железная дорога на высоких скоростях протяженностью почти 800 километров. В итоге добраться из первой станицы в 3-ю можно будет за 3,5 часа. В этом году утвердится проектная документация по высокоскоростной магистрали. В конечном итоге поменяется и облик транспортно-пересадочного узла. Казань-2 – это будет настоящий вокзальный комплекс, который сможет проводить практически 1 миллион поездок в год. Альбина Минибаева, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Опасный переход. Сегодня Горьковская железная дорога проводила рейд для журналистов. Ловили тех, кто перебегает железную дорогу. Особенно актуальны подобные проверки в период проведения летних каникул. О том, как, желая сэкономить время, рискует жизнью, Сергей Хайдаров. А вот и первый нарушитель. Торопится, хочет сократить путь. Но зачастую именно такое необдуманное решение может привести к трагедии. При переходе железнодорожных путей в неположенном месте или при несоблюдении элементарных правил безопасности может произойти непоправимое. С начала года на железнодорожных путях погибли 16 человек. Из них 2 детей. Последний случай произошел буквально в мае. Когда поднялись на вагон, он поднимался первым. Молодой человек был травмирован электротоком. Напряжение там составляет 27 тысяч вольт. Вторая остановка – поселок Аметьево. Количество нарушителей здесь просто удивляет. Несмотря на специальный переход, люди перебегают пути в неположенном месте. А почему мостом не пользуетесь? Ну, что-то мне по-быстренькому надо. Горьковская железная дорога регулярно проводит подобные рейды, особенно во время летних каникул. Культуру нужно прививать с детства, ведь взрослые и показывают пример малышам. Мы не можем
выставить посты на каждом участке, ежедневно, значит, патрулировать. Сегодня никого не оштрафовали, ограничились предупреждением. Есть вопросы по ужесточению наказания за нарушение правил поведения на железнодорожных путях. Сергей Хайдаров, Гузель Шакирова, Даниил Кинжаев, ТНВ Казань. Специальные бесплатные поезда будут курсировать между городами-участниками игр Кубка Конфедерации. Сегодня в Москве ответственные за транспортное обеспечение игр заявили, зрители матчей смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в течение 3 дней до и после футбольного матча. Для этих целей правительство страны выделило 262 специальных поезда. Право на такие льготы дает паспорт болельщика. Игры Кубка стартуют через 4 дня. В арсенале оргкомитет, как заявили сегодня, и ТАР-ТАСС сформирован список болельщиков, которым судом запрещено посещение матчей. В списке 191 фамилия. Болельщики, попавшие в так называемый черный список, не смогут сесть и в поезда. Абсолютно бесплатные поезда последних годов выпуска. Исключительно будут вагоны повышенной комфортности. Расписание дополнительных поездов специально рассчитано таким образом, чтобы прибывать накануне, в день матча, и, соответственно, после его завершения можно сесть в поезд и отправиться в следующий город, где пройдет очередное соревнование. Ну а приехав в Казань, гости столицы смогут посетить рыбный фестиваль, названный «Фишка», от английского «фиш» – рыба. Призван прийтись по вкусу и татарстанцам, и иностранцам. Как суши-бары и рестораны сегодня учатся готовить речную рыбу, расскажет Рамиль Шайдуллин. Впечатления от праздника должны остаться ярчайшими. Гастрономию по-новому готовятся представить самые рыбные места Казани. Рестораны и суши-бары на неделе забудут о морских семге и кальмарах в пользу речных карпов, стерляди и форели. Специфика обработки рыбы, в принципе, одна и та же. Но перестроиться это не проблема. На это 3 дня. Рыбная неделя пройдет с 16 по 22. Площадкой выбрана территория у чаши, где на глазах гостей повара будут готовить как изысканные деликатесы, так и самые народные блюда. Главная интрига – гигантская уха. Накормить свежей ухой каждого желающего татарстанца. Для такой амбициозной задачи ее сварят тонну. Осталось найти подходящую посуду. Организаторы говорят об огромном котле, чтобы места для кулинарного мастерства хватило всем. К готовке допустят поваров 32 заявленных ресторанов, умеющих работать с речными породами, и с чешуей, и с костями, ведь угощать намерены не только гурманов. Мы не предполагаем экстремальное поедание рыбы, на скорость и все остальное. Уверен, что случаев поперхнуться костью и так далее не будет. А с татарской кухней познакомят эшпышмаки. У единственного в мире памятника татарскому треугольнику можно будет даже устроить фотосет. По всей Казани рассыпятся точки с чак-чаком, татарским чаем и баурсаком. Вместе с усладой живота гостей ждет и пища для души. В завершающую неделю Кубка в Кремле завершится фестиваль «Музыка веры», где свой мотив расслышит гражданин какой бы то ни было страны. Звучит духовная музыка разных религий, песни народов мира в оригинальных аранжировках. Такие гастрономические недели ждут любителей футбола. В Елабуге и Свияжске, Чистополе, Болгаре и Казани кулинарные блюда и плоды творчества готовятся на вкус и цвет любого. Рамиль Шайдуллин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. В преддверии Кубка Конфедерации в Татарстане разрешат шуметь по ночам. Сегодня на заседании Комитета по законности и правопорядку Госсовета обсудили поправки в республиканский закон о тишине. Культурно-массовые мероприятия раньше были исключены из перечня мероприятий, регулируемых одноименным законом. Сейчас проект поправок на рассмотрение. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. В Татарстане планируют создать хоспис для взрослых. Это не остановить И поэтому вот стал вопрос о расширении этих коек. Где он будет строиться и на какие средства? Детали большого дела в материале Лейсан Сабировой. Из первых рук от первого лица. Подошла моя очередь, я встал, подошел. Он спросил, сколько лет я занимаюсь. О том, как казанцу паспорт вручил Владимир Путин. Альбина Слагараева.
Фарид Мухаммедшин награжден почетным знаком Госдумы за заслуги в развитии парламентаризма. Награду сегодня в Москве ему вручил Вячеслав Володин. Почетный знак был учрежден в 2005 году. Он вручается за особый вклад в развитие законодательства и парламентаризма, укрепление демократии и конституционного строя в России. Вы знаете, насколько он активно отстаивает и позицию региона, и огромное количество инициатив принадлежит ему лично. Учитывая его опыт работы, мы все считали, что он отмечен всеми наградами парламента. Оказалось, это не так. У меня много наград разного масштаба, но эта награда для меня очень ценна. Она у меня единственная. Я 23 года являюсь руководителем парламента Республики Татарстан, председатель парламента. Для меня очень приятно, что я получаю из ваших рук совершенно таким новым торжественным протоколом вручения этих наград. Паспорт из рук президента России. Казанец Богдан Постников, который накануне побывал на встрече с Владимиром Путиным, сегодня вернулся в город. Такая возможность предоставилась только 10 юным россиянам. Среди них был и наш спортсмен Богдан. Как он удостоился такой чести и с какими эмоциями прибыл в Казань, расскажет Рамиль Шайдуллин. Постников Богдан Евгеньевич, Республика Татарстан. Он спросил, сколько лет я занимаюсь. Вручил мне паспорт, пожал мне руку. Буквально с поезда Богдан впервые делится тем, что ему сказал Владимир Путин в один из самых важных моментов жизни. Он единственный из Татарстана, кто попал в зал Кремля. Я ехал в Кремль, я не знал, что Владимир Владимирович будет мне лично вручать паспорт в руки. В делегацию со всей России вошли только 10 человек. Отличники учебы, спорта и те, кто особенно сработал в экстренных ситуациях. Богдану за заслуги в спорте. Он ватерполист. За ним первые места на Кубке Приволжского федерального округа и всероссийских соревнованиях «Золотой мяч». Мы первые, еще Владимир Владимирович никому не давал паспорта. Организаторы заявили о том, что как пройдет это мероприятие, в дальнейшем зависит, как будет дальнейшее мероприятие проходить. Встреча с президентом запомнилась и осмотром его кабинета, рабочее место, компьютер и стол. Все строго по-президентски, каким его запомнил Богдан. Серьезный он всегда, наверное. Учился, наверное, хорошо. Сам документ стандартный. Такие на День России сверстники Богдана получили по всей стране. Теперь с ними передвигаться на поездах и самолетах без родителей. В перспективе у Богдана международные соревнования. Альбина Аслагараев, Рамиль Шайдуллин, Амир Залишев, ТНВ, Казань. О ходе строительства собора Казанской иконы Божией Матери говорили сегодня в Казани. Минтимиру Шаймиеву доложили о темпах работ. Напомним, собор воссоздается на улице Большая Красная. Сегодня были рассмотрены предложения по подключению собора и комплекса Казанского Богородицкого мужского монастыря к действующей газовой котельной. Также Минтимиру Шаймиеву рассказали о восстановлении уникального пещерного храма при соборе. Татарстанцы активно подключились к сбору средств на строительство хосписа для взрослых. Накануне стартовал благотворительный марафон. Подобный опыт уже есть. 3 года назад таким же образом собрали деньги на первый детский хоспис. Как можно сделать доброе дело? Лейсан Сабирова. От домашней комнаты эту отличает только присутствие медсестер. Сейчас она зашла узнать самочувствие. В некоторых местах обидятся, что-то могут неласково сказать. Здесь доброжелательность полнейшая. Люди делают от души. Отделение для взрослых при Казанском хосписе действует уже 2-й год. За это время помощь медицинскую, психологическую, социальную получили около 500 пациентов. Часть пациентов госпитализируется в отделении паллиативной медицинской помощи при республиканском онкологическом диспансере. И часть больных, которым уже ничего невозможно сделать, они нуждаются в обезболивании, они нуждаются в уходе. Человек, находясь здесь, не испытывает никакой боли. Симптоматическое лечение. Круглосуточное нахождение с пациентами, родственников, друзей. 18 коек, а их пока столько, недостаточно. В республике около 3000 человек больных неизлечимыми заболеваниями. Если 4 года назад общество не совсем понимало, для чего нужен хоспис, то сегодня отношение кардинально изменилось. Строительство нового помогло бы создать еще 100 мест, а в детском отделении расширить их до 40. Уже готовые здания нашли в Зеленодольском районе, прямо в лесу. Здание строили под элитный санаторий. Сейчас здесь работы по внутренней отделке приостановлены. Под хоспис все помещения придется перепрофилировать. А здание еще нужно выкупить, провести реконструкцию, заказать оборудование, построить мечеть и церковь. Общая стоимость работ набегает на 250 миллионов рублей. Для хосписа как раз была всегда традиционная форма частно-государственного партнерства. В строительстве первой линии принимало участие и государство, и
частные лица и предприятия, и учреждения, работающие в республике. Точно так же вот сегодня формируется и строительство второй очереди. Построить хоспис вместе призывают организаторы благотворительного марафона. Он стартовал в Татарстане в День России и финиширует в День Республики большим гала-концертом. За лето организаторы планируют провести благотворительные забеги, флешмобы, дни открытых дверей и собрать средства. Всю необходимую информацию можно получить на сайте Казанского хосписа. Лейсан Сабирова, Игорь Романов, ТНВ, Казань, Зеленодольский район. Удалось собрать нужную сумму. После выхода в эфир сюжета на нашем канале о 6-летнем Артуре Саврандееве зрители оказали материальную помощь семье. Напомним, у мальчика тяжелая форма ДЦП. Он не ходит и плохо разговаривает. Артур уже перенес несколько операций. На реабилитацию требовалось 125 тысяч рублей. Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман республики объявил сбор средств. Сегодня сумма собрана. Семья Артура выражает огромную благодарность. 1500 тонн мяса, 600 килограммов риса, 6 тонн овощей и фруктов, 10 тысяч батончиков чак-чака. В Татарстане готовятся к ежегодному республиканскому ифтару, который считается главным мусульманским событием священного месяца Рамазан. И пройдет он 15 июня. На массовые намаз и традиционное разговение после поста приглашены нуждающиеся, а также почетные гости. Как в этом году пройдет ифтар и как на него попасть, узнала Айгуль Бадрудинова. Массовый намаз планируют провести на одной из спортивных площадок вот этого здания Казанской академии тенниса. Специально для ифтара на один вечер теннисный корт превратится в место объединения и духовного очищения 10 тысяч верующих. И выбрано это место не случайно. Мы планировали проводить на Казань-арене, потом с Казань-арены мы планировали провести на центральном стадионе. И оба эти объекта уходят в эксклюзивное пользование ФИФА. И мы все-таки решили взять объект, который не связан с футболом, с футбольными матчами, с тренировками. Однако для совершения коллективного намаза открытая площадка есть, 2 больших закрытых помещения на случай дождя. Там же разместят столы для разговения. На данный момент мы все продукты закупили, уже все продукты находятся в департаменте питания. 1500 тонн мяса, 600 килограммов риса, 6 тонн овощей и фруктов. Для успешного проведения ифтара привлечены 400 волонтеров и 120 стюардов. Созданы специальные маршруты автобусов от мечети до Академии тенниса. Приглашения отправлены в реабилитационные центры, хосписы и детские дома. Попасть на ифтар смогут только нуждающиеся. Билет не продавался, то есть это благотворительная акция, это ифтар. Билет на ифтар, он не продается. В гости на ифтар ждут и президента Татарстана, послов и консулов. Среди приглашенных митрополит Феофан, который планирует отведать традиционный татарский чак-чак. Ведь, как сегодня отметил муфтий, ифтар – это и есть объединение. Айгуль Бадрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Обзор спортивных новостей, информация о погоде продолжит программу. Я же прощаюсь с вами до 9:30 вечера. До встречи на ТНВ. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Не пропустите! С 14 по 18 июня ювелирная выставка на Казанской ярмарке. Внимание! Срочная ликвидация склада новых Nissan. Скидка 180 тысяч не предел. Подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Весь июнь в Мебельграде каждому покупателю такси за наш счет. Туда и обратно. Маршрут Казань-Лениногорск на комфортабельном микроавтобусе. Стоимость проезда 250 рублей. Телефон 8 986 912 9202. От мух Мухаяр. Пусть ваши сбережения работают, пока вы отдыхаете. КПК «Семейная копилка» предлагает оформить сбережения на сумму от 300 тысяч рублей и получить сертификат на отдых в санатории. Подробности по телефону 239 17 36, улица Чистопольская, 55. На целительные воды приезжайте в Шефал-ИСУ и Жминводы. Спешите, действуют акции. Скидки до 20%. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. Сегодня мы с вами будем чертить треугольник. Ребята, сколько должно быть углов у треугольника? Анна Петровна, я починю. А где ты этому научился? Папа научил. Ой. Я починю. А кто тебя этому научил? Папа научил.
Я провожу. Этому тоже папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ. В студии Алмаз Гафиатов. Казань в ожидании большого футбола. Лучшие мировые команды прилетают на Кубок Конфедерации. Сначала наш город встретил сборную Мексики, а уже завтра вечером в аэропорту приземлится самолет с Рубина продолжают находиться на австрийских сборах. Под руководством Курбана Бердыева у команды запланировано 2 контрольных матча. Соперниками выступят 2 клуба из Словении. 16 июня наш коллектив сыграет с Марибором, 20-го с футбольным клубом «Цели». Отметим, что на сборы отправились практически все, кто находится в расположении нашей команды. К другим темам. Казанский автогонщик Тимур Тимирзянов пробился в финал этапа чемпионата мира по ралли-кроссу. В Норвегии российский пилот занял 6-е место. Очередной этап чемпионата. И в завершение новости киберспорта. Представитель России Андрей Гурьев примет участие в чемпионате мира по FIFA, интерактивном чемпионате мира, финальная часть которого пройдет в августе этого года в Лондоне. Киберфутболист ЦСКА Андрей Гурьев стал первым россиянином за 7 лет, который примет участие в финале. Ранее он выиграл чемпионат России по киберфутболу, который прошел в Казани. Именно там Гурьев завоевал право выступить на квалификации европейского региона к чемпионату мира. Напомним, что киберспорт – это игра спортсменов не на футбольном поле, а на компьютере против оппонента 1 на 1. Пожелаем нашему спортсмену успехов на мировых стартах. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Настало время низких цен. Вы собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании Данил Мастер. Работаем быстро и качественно. Сделайте заказ до конца июня и получите бонус – комод в подарок. Доставка и установка бесплатны. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республику начнет поступать более холодный воздух, и температура немного понизится. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке республики ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Ночью будет до 13 тепла, днем же до плюс 20. На северо-востоке тоже ожидается переменная облачность с дождем, ночью плюс 15, днем же до 19 градусов выше 0. На севере Татарстана ночью без осадков и плюс 14, днем же ожидаются дожди, температура воздуха составит плюс 21 градус. На северо-западе республики ожидается переменная облачность с дождем, ночью будет до 15 тепла, днем же до плюс 20. На юго-западе республики облачно с прояснениями, временами дождь, ночью плюс 14, днем же плюс 21 градус. В центральном районе республики переменная облачность, дождь, ночью местами сильный. Ночью будет плюс 15 градусов, днем же до плюс 22. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» – качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. В предстоящие сутки в Казани ожидается облачная погода, пройдет дождь. Ночью будет до 15 градусов тепла, днем же до плюс 21. Ветер юго-западный, порывистый. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 71%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.